Всем добрый день. Я тоже нахожусь в таком возрасте, когда требуется философствовать. Это возраст где-то от 4 лет до 70 лет. Потому что, как многие сегодня говорили, до 4 лет человек растет чистым, свободным, смотрит, радуется каждому дню. А детство ему возвращается после 70, когда вы смотрите на своих родителей, которые, многих вещей, допустим, окружающего мира не знают. Допустим, моя мать до сих пор не знает, сколько какие-то продукты стоят, понимаете? Но они живут в каком-то своем мире. Но я хочу вам сказать, что детство никуда не уходит. Просто она с 4 до 70 скрывается у вас. Мы сегодня будем говорить о джергализме. Джергализм, он фиолетового цвета, потому что все фиолетовое. Джергализм в переводе с кыргызского языка означает счастье, радость. Так, что тут? Вот. Но среди своих коллег и среди своих единомышленников мы джергализм называем просто «жи». Если вы посмотрите на моей футболке, это буква «жи», это «и», и здесь улыбка. Мы через эту фразу хотим придать этому слову некий новый современный смысл. Как это все начиналось? Ильгери, Ильгери! В течение где-то более 12 лет я был государственным чиновником. Я пришел в государственные структуры, когда у меня были черные усы. Видите, сейчас что получилось. Вот. И я занимался такими вещами, как макроэкономика, стратегическое планирование, реформы госуправления, такие вроде серьезные вещи. Но всегда успех по работе в этих направлениях измерялся какими-то индикаторами, которые ты сам не ощущал. Допустим, в экономике валовый внутренний продукт. И, к примеру, премьер-министр выступает на правительстве и говорит, мы повысили за прошлый год на 7-10% ВВП. Но ты, когда общаешься с простым населением, и понимаешь, что их восприятие текущей ситуации совершенно другое, а чаще всего обратное. И тогда начинаешь задуматься, почему же это так? И мои попытки через реформу госуправления, через изнутри в течение 7-8 лет что-то изменить, они ни к чему не привели, потому что государственная машина, как правило, давит и подчиняет себе. Но была какая-то интуиция о том, что существует нечто другое, которое может перезагрузить нашу страну на некий другой путь развития и изменить текущее положение. И это подтверждалось конкретными примерами. Один раз у нас в Министерстве финансов, тогда я еще работал замминистром, мы не могли одну проблему решить долго, и где-то недели-две с ребятами мучились. Но однажды, когда мы пошли в столовую на обед, а мы в это время помогали пенсионерам и участникам войны бесплатными обедами. И один из таких пенсионеров, мы с ним познакомились, он когда брал еду, всегда садился, и мы сели с ним рядом, он всегда что-то подпевал. Один раз я услышал, что он поет, и он, оказывается, пел «Тамах ты джек джиргайвес, джиргайвес». То есть он говорил, что когда я ем, я всегда радуюсь. И эта энергетика, энергетика передалась нам. И когда мы начали спрашивать, кто он, это был человек тяжелой судьбы, он прошел войну, он был в концлагерях, он такие вещи рассказал, но он любовался и радовался каждому дню. Я тогда задумался, почему мы празднуем каждый раз Новый год, почему не празднуем каждый раз Новый день. Празднуйте Новый день. Тем более у нас очень много праздников, от Дня налоговика до Дня революционера. И он передал такую энергетику жизни, с помощью этой энергетики мы в тот же день решили эту проблему, и она успешно реализовалась. Другой был случай, когда мы объезжали регионы, успешно ехали по Южному озеру Иссык-Куль и остановились просто отдохнуть с ребятами.
И когда мы отдыхали, там купались, ели, ну, естественно, выпивали, смотрели вот по дороге, там медленно на ослике едет один аксакал, старик. И у него было такое настроение, и я ему сказал: аксакал, рахчесинга, ну, как бы позвал. Он сразу так обрадовался, и, я не знаю, его ослик превратился в скакуна, а он сигита, и вот эти вот 100 метров, разделявших нас, он как бы как за секунду, за 5 секунд. И что самое интересное, он, значит, с нами выпил, закусил, быстро рассказал о своих проблемах. Мы сказали: да нормально будет, все, Вайке, не переживай. Он сказал: да, нормально, сел на своего ослика и, припеваючи о красотах Иссык-Кулю, поехал. И даже ослик действительно как-то вот так подпрыгивал радостно. То есть этот случай, когда ты сам передаешь кому-то другую эту энергетику, о чем мы сегодня говорили, мы ее назвали энергетика жизни. И самое главное, когда ты передаешь, ты не только радуешь от человека, сам радуешься. Первый раз в публичное пространство об этой философии я, значит, закинул в 2006 году, когда сидели мэтры политики, там, депутаты, госчиновники, эксперты, аксакалы разные. Я просто взял про джергализм. Было где-то полуминутное молчание. Вообще думаю, что он такой, что ли? Но потом начали шутки, анекдоты, но так и всерьез никто это не воспринял. Восприняли только там 2 человека, которые стали моими ярыми соратниками. С 2006 года у нас возникло движение «Жи». И вот после 2006 года, когда я успешно покинул государственную службу, меня судьба разбрасывала и в бизнес, и я работал с донорскими проектами на рынке консалтинговых услуг. Ну, и я как бы посмотрел на все это с другой стороны, извне системы государственной машины. И один раз я как бы с одним китайским бизнесменом, мы там переговоры проводили, и он говорит: Кулат, меня Кулат зовут, слушай, говорит, он говорит: Кулат, вот я, знаешь, я могу деньги делать в Нью-Йорке, в Пекине, в Вашингтоне, в Токио, но жить надо в Кыргызстане. Это были ключевые слова, которые... Другой пример. Якир Ефим Борисович, народный учитель Кыргызстана, который создал 61-ю математическую школу. Его выпускники работают сейчас в одних из крупнейших компаний мировых с мировыми брендами. Он уже долгое время живет в Нью-Йорке, но каждые вот последние 10 лет, каждый год он приезжает в страну. Вот буквально в прошлое воскресенье я с ним встречался, и он мне говорит: Кулат, меня там эти не понимают. Что ты забыл в этом Кыргызстане? Он говорит: вы поймите, я там с детства расту, это моя родина, а родина — это земля, куда хочется возвращаться. И еще один ключевой пример, где-то вот в Лондоне меня познакомили с ребятами, которые там после учебы, у них был такой бизнес, они там проводили пати, вечеринки среди консервативных англичан по-кыргызски, кыркесте. В конце самое главное, они пакеты внедрили, пакеты. И что самое интересное, говорят, вот мы вдвоем начали, потом у нас настолько спрос возник, у них, они начали уже других ребят, наших соотечественных, подтягивать. Ну, вот так вот, оказывается, энергетика, она передается и туда, не только тем, кто жил в стране. И вот как бы наблюдаю таких множество примеров, и многие из вас сидящие тоже могут столько же примеров как бы рассказать. Но для того, чтобы это объяснить яйцеголовым, таким как я, надо все это обосновывать на их языке. И поэтому я начал думать в этом направлении. И вот, к примеру, в 2006 году наше правительство начало хвастаться, что вот мы сократили там бедность с 50 там, до 30, ой, я извиняюсь, с 50 до 39%, да?
И с 2006 по 2009 бедность сократилась до 31%. То есть это было как успех правительства. Но в тот же год, 2006 славный год, когда я покинул госструктуры, я нашел другой индекс, индекс счастья. По индексу счастья Кыргызстан стоял на 19 месте, и рейтинг был у него 59. В 2009 году рейтинг стал 41, и мы перекинулись на 61 место по счастью. А в 2010 произошла революция. Так вы мне скажите, какой индикатор адекватно отражает ситуацию и положение в стране? Вот представляете, как измеряется индекс счастья? Лежит, к примеру, наш чабан высоко в горах, Джайлев, там пасутся стадо овец, и к нему приходят, спрашивают неправительственные организации: ай, слушай, ты что здесь бездельничаешь? Иди займись делом. А он говорит: а зачем? Ну как, заработаешь деньги, купишь машину, купишь дом, продвинешься. Он говорит: ну и что? Ну будешь кайфовать. А он говорит: а я и сейчас кайфую. Вот эта фотография, это значит ключевая фотография на нашем сайте Джиргализм.kz. Если вы зайдете, вы можете увидеть. Вот, но самое главное, когда эта мысль разрослась, у нас движение начало расширяться, мои коллеги начали присылать разные интересные примеры. Вот, как, к примеру, прислали информацию, что Роберт Кеннеди, оказывается, в 1968 году выступил с очень известной речью о неадекватности валового внутреннего продукта как индикатора, оценивающего ситуацию в мире. И он предлагал внести некоторые другие критерии, которые реально отражают ситуацию. Генеральная ассамблея ООН в этом году приняла специальную декларацию. Слушайте дальше. Декларацию, которая говорит о том, чтобы страны измеряли влияние политики на счастье людей. Чувствуете? И тогда господин Джозеф Стикс, в реализации этого, он предлагает внедрить в измерение валового внутреннего продукта некоторые факторы, которые свидетельствуют о счастье. Это такие, как, к примеру, доступ к здравоохранению, количество свободного времени. И он говорит: вот когда вы стоите в пробках в машине, с одной стороны вроде бы бензин расходуется, вы заправляете, ВВП увеличивается, а вы счастливы от этого, что там сидите. Или, к примеру, Николя Саркози, он предложил тоже в 2000 году осчастливить ВВП. Осчастливить ВВП. То есть ввести некоторые индикаторы, которые говорят о счастье. Джеффри Сакс после вот этой Генеральной Ассамблеи ООН, он поучаствовал. Все эти люди, вот допустим Стиглиц, Сакс, это очень известные экономисты, лауреаты Нобелевских премий. И вот Джеффри Сакс, человек, который постоянно критикует МВФ и Всемирный банк, будучи человеком, который долго там проработал, он побывал в Бутане. В Бутане официально была круглый стол вот по реализации вот этой декларации. И там в Бутане на официальном уровне вместо валового внутреннего продукта измеряется валовое внутреннее счастье. Кроме того, большинство стран мира сейчас уже 3-й или 4-й год измеряют качество жизни. Это тоже движение в сторону джиргализма. Они просто об этом не знают. Все это джиргализм как есть. Вся эта база данных у нас была собрана, структурирована. Там разные факторы, от мировых примеров до анекдотов. Понимаете, до высказывания великих людей. И это все у нас на сайте. Но что самое главное, сейчас я наблюдаю, что идут у нас в республике такие течения, которые от нас уже не зависят, вы об этом прекрасно знаете. Да, допустим, недавно была акция, фотовыставка «Улыбка около лото». Другая была акция, вы помните, там выходили, газета «Чалкан» там организовала, выходили с плакатами «Если ты счастлив, пибикни 2 раза». То есть эти процессы идут. Но я не в теме, но я радуюсь, что они идут. Это наоборот доказывает, что... Но теперь мы
поняли, что жиргализм, он присутствует, по сути дела, везде у нас в стране, и в каждом из гражданина Кыргызстана. Его просто надо оттуда возбудить и показать, что оно есть. И надо сделать так, что у нас ситуация, вот когда негативная, да, в стране в целом, здесь-то позитив, я себя чувствую комфорт, но надо, чтобы энергетика же, она победила негатив. И вот это и есть модель построения жиргализм как надо. То есть мы на своем веб-сайте сейчас пока виртуальную страну строим, жиргализм. Но я думаю, когда-нибудь оно и туда спустится. Вот лично что дало мне жить для меня? Я вот сейчас могу спокойно отказываться от многих донорских проектов, да, в которых я раньше участвовал. Вот я приведу такой пример. Мне недавно там в одной из других стран приглашали как эксперта. Там, большая зарплата, 2 года можно в Джиргенске ходить нормально. Но я пришел такой, ну, где-то обрадованный, где-то рассказал семье. У меня дочка как расплакалась, она вот в 6 классе. Когда она расплакалась, я сразу того Чабана вспомнил, который лежал и который говорил: а мне и так хорошо, а мне и действительно так хорошо. И вот эта ситуация сейчас у меня такая, что я занимаюсь тем, что мне сейчас нравится. Ну, где-то 50% сейчас пока у меня все эти проекты, но во всяком случае я сейчас могу выбирать. И что самое интересное, появляются какие-то новые люди, вот, допустим, эта площадка, да, я о ней слышал года 2 назад, но я всегда заходил и такие мысли оттуда вытаскивал. Ну вот я сейчас здесь. Потом нас пригласили работать вместе с донорами, которых я раньше не знал, какие-то частные фонды. Вот мы сейчас делаем интеллектуальную сеть ЖИ, чтобы покрыть, заразить всех. Потом мы делаем мастерскую ЖИ, чтобы в мастерской ЖИ был портфель таких проектов по ЖИ. Там и интеллектуальные продукты, творческие, и любой. Вот слово в жиргализме есть и любой, с 2 «л» пишется. А вот представляете, если в стране таких будет людей много. Вот вы знаете, в теории управления есть такой критерий, чтобы страна развивалась устойчиво, надо, чтобы средний класс составлял как минимум 50%. Средний класс — это не только люди, у которых деньги, у которых образование, интеллект, IQ. А я говорю, что у нас будет устойчивость, когда будет 50% джиргалистов, как минимум. Они есть, и просто надо вирус быстрее распространить. Почему негативный вирус быстрее распространяется, чем позитивный? Надо это все поменять. Представляете, вот будут везде такие люди. Вот такие будут, вот. Вот такие люди, видите, даже дети, вон, джиргализм. А вот этого пацана, смотрите, с Джеликой. Это же кайф, это в тему. И что самое главное, представляете, у нас будут главными индикаторами в стране индекс счастья и доля счастливых людей в обществе. И вы представляете, такая ситуация, когда премьер-министр там на своем годовом отчете говорит: вот за истекший-то период наше правительство внесло столько-то счастья народу. Мы будем видеть... Сейчас... Мы будем видеть везде улыбающихся милиционеров, улыбающихся таможенников, докторов. Кыргызстан — страна жиргализма. Ко мне муза возвратилась после долгих лет. В суете вдруг появился долгожданный чистый свет. Этот свет моей надежды, добрый знак издалека. И в душе он возбуждает гены счастья навсегда. Просто жи они зовутся, через творчество даются, синергетики эффект порождает в них успех. Так пускай же эта муза порождает все сердца. Построение жи союза теперь миссия моя.